Автодорога «Север-Юг» – самый грандиозный инфраструктурный проект со времен обретения независимости. На кыргызской земле строится современная автомагистраль, соединяющая два ключевых региона – озеро Иссык-Куль и Жалал-Абадскую область. Ее протяженность более 430 километров. Несколько тысяч строителей преодолевали узкие каньоны и отвесные скалы, суровый холод высоких гор, бурное течение величественных рек, а также пандемию коронавируса. Дорога с севера на юг – это история о мечтах и переменах. Для всей страны это путешествие во времени, из прошлого в будущее. 10 ноября 2021 года, после 5 лет тяжелейшей и упорной борьбы, вторая фаза строительства автомагистрали «Север-Юг», а это около 100 километров новой дороги, наконец открыта для движения. Дорогу «Север-Юг» начали строить, чтобы была альтернатива существующей дороге Бишкек-Ош. Она позволила бы поднять экономику глубинных регионов и облегчить жизнь отдаленных районов. Альтернативная магистраль соединяет две части страны по более короткому и легкому маршруту. Регионы при этом получают быструю связь с важными экономическими узлами, а это увеличение товарооборота и новые рабочие места. Данная автодорога имеет значение в плане сокращения пути во времени для пассажиров и грузоперевозчиков, для сокращения пути жителям южного региона, для доступа в северные регионы, в том числе в туристическую зону Иссык-Куля. Кроме того, по данной автодороге будут перевозиться грузы как в месторождений, угольных и других, а также будет обеспечен доступ к строительству гидроэнергетических сооружений. Проектировщикам была поставлена задача проложить маршрут так, чтобы избежать высоких горных перевалов и крутых участков. К тому же надо было учесть строительство в будущем двух крупных гидроузлов – Камбаратинской ГЭС-1 и Тогуз-Тороузской ГЭС. В итоге проект получился амбициозным. Половину маршрута, а это 200 километров, решено было проложить в местах, где дорог никогда не было, а также возвести над рекой Нарын два грандиозных по размерам моста и пробурить сквозь Ферганский хребет самый длинный в стране тоннель. Таких проектов в современной истории Кыргызстана не было. Строительство было поделено на 3 фазы. Первая фаза состоит из 2 участков – 12-километрового отрезка от села Кызылжылдыз до Арала, а также около 120 километров от поселка Казарман до села Таран-Базар. Общая протяженность первой фазы – 129 километров. Вторая фаза общей протяженностью 99 километров проходит по маршруту от села Арал до Казармана. Третья фаза, последняя, разделена на несколько участков от города Балыкчы до села Чаек. Работы на первой и второй фазах ведет китайская компания China Road and Bridge Corporation. Строительство второй фазы официально началось в июне 2016 года. Участок проекта от села Казарман до села Арал расположен на границе Жалал-Абадской и Нарынской областей. Ее общая протяженность – 99 километров, из которых 80% дороги находится в высокогорном районе, в ущелье вдоль реки Нарын, куда редко ступала нога человека. Местные жители называют эту извилистую и узкую тропинку тропою пастуха. Это места с суровыми условиями. Летом температура превышает 30 градусов жары, а зимой она опускается до минус 30. Основные строительные работы ведутся на высотах от 1200 до 1500 метров над уровнем моря, а работы в тоннеле ведутся на высоте 2500 метров. Геологические и гидрологические условия всего проекта дороги «Север-Юг» являются наиболее сложными. Это участки с максимальной степенью сложности по объемам выемки и засыпки земли и горных пород.
Мы сейчас находимся на 253 километре настоящей дороги, где сосредоточен колоссальный объем скального материала. Здесь существующий склон был почти вертикальный, что не позволяло добраться до начала работы. Поскольку данная скала была отвесной и состоялась только из скального материала, были большие трудности при разработке. Разработка производилась буровозурным способом глубиной 2-3 метра, местами даже меньше. Для того, чтобы вывести разработанный материал, привлечено десятки экскаваторов и большое количество автосамосвалов. Подрядчик работал в 2 смены, в ночную и дневную, без выходных, весь календарный день, можно сказать, в течение 21 месяца. Трудности были в отсутствии дорог. Доставка землеройной техники была затруднена, пока строили пионерные тропы. В итоге была построена широкая сеть временных, или, как их называют, технологических дорог, а это более 150 километров. Сейчас этот участок претерпел колоссальные изменения. Такой огромный объем каменно-земляных работ стал беспрецедентным для Кыргызстана. В горных районах для разработки каменного основания и разрыхления подрядчик применяет контролируемые взрывные работы. Все чисто. Мастер работает. Применяется сочетание буровзрывных работ для гладкого выравнивания откосов в соответствии с рельефом местности, глубиной выемки и особенностями характеристики окружающей среды. При таких работах эффективно контролируются летящие камни и вибрации, а также уменьшается повреждение высоковольтных линий. Жол өзүңүз көргөндөй абдан мындай катар шартта салынган да. Бүт эле мына аска көрүп атпайсыңарбы. Мисалы үчүн мына жерде өтө кыйын жумуш болду. Мына откостун бийиктиги 88 метр. 88 метр башынан баштап бурульный станок ПТСК деп атпайбы, ошонун иштери турат, көрдүңүзбү? Бурут эткен. Ошону бурут этип, улам жардырып алып отуруп 88 метрге түшүргөнбүз мына отметкага. Такого сложного участка, как Арал, например, Казарман, Таран, Базар, не было. Если взять, например, по стоимости и сравнить стоимость таких объектов в России и в Казахстане, там эти проекты стоили бы еще дороже. На второй фазе проекта «Север-Юг» были завершены строительство и установка 213 водопропускных труб и 8 мостов. Выполнена выемка земли объемом 10 миллионов 400 тысяч кубометров. Выемка камней в объеме 7 миллионов 300 тысяч кубометров. Произведена засыпка земляного полотна на протяжении 99 километров и в объеме 1 миллиона 260 тысяч кубометров.
34-летний дорожник Досумкул и 6 его односельчан в апреле этого года приехали на проект автодороги Север-Юг, чтобы уложить асфальт на участке в Казармане. Биздин бригадабызда 6-7 бала иштейбиз. Техникалык жумуштарын болсо кытайлар өздөрү иштейт. Кол менен иштечү рабочий жумуштарын анча-мынча түздөгөн, четинен уруп мындай бекемдеген жагын өзүбүз кыргыз балдар иштейбиз. Бул жерде иштеген балдардын көбү эле ушул участканын тегерегинде, ушул жакын атраптагы жашаган балдар. Ошондук үчүн өздөрүнө жол салгандай, өздөрүнө күйүнгөндөй жакшы күйүнүп, жакшы иштеп атышат баары эле. За последние 5 лет около 1000 рядовых кыргызских дорожников, таких как Досумкул, были задействованы в строительстве коридора Север-Юг. На строительные площадки были доставлены почти 500 комплектов техники и оборудования. В проекте автодороги Север-Юг используется усовершенствованный материал дорожного покрытия – щебеночно-мастичный асфальтобетон. Данный тип асфальта впервые в Кыргызстане был использован как раз при строительстве этой дороги. Это материал лучше, чем от обычного асфальта. То, что здесь шумоподавляющий, долговечность этого слоя. На высоких температурах колея не образуется. Построенные или реконструированные с использованием нового асфальтобетона дороги показали более высокие эксплуатационные характеристики по сравнению с обычным асфальтом. Исследования в европейских странах на протяжении многих лет показали, что новый тип щебеночно-мастичного асфальтобетона более устойчив к износу при любых природных и погодных условиях и дорожного движения. Технология производства нового асфальтобетона сложнее, чем технология производства обычных асфальтовых смесей. В результате его производство обходится дороже. Кроме того, на этом проекте применены дорожные знаки по новым стандартам в соответствии с требованиями Евразийского экономического сообщества. Знаки меньше по размерам, но с повышенными светоотражающими свойствами, что обеспечивают безопасность дорожного движения на должном уровне. Качество – это основа любого производства. Поэтому для контроля качества необходима лаборатория. Материалы проверяются и анализируются в лаборатории в соответствии со стандартами и требованиями проекта. Для достижения наилучших результатов проекта автодороги Север-Юг подрядчик установил на каждом участке лаборатории, оснащенные дорогостоящим оборудованием, чтобы качество строительства соответствовало международным стандартам. Это единственная в Кыргызстане камера для моделирования климата, где образцы бетона могут быть проверены на морозостойкость путем замораживания и оттаивания. Температура внутри может достигать минус 50 градусов. Обычно образцы бетона проверяются на прочность и морозостойкость в течение 12 месяцев. Но с помощью данного оборудования, климатической камеры, можно сократить этот срок до 3 или 4 месяцев. Автоматтык түрдө иштеп, бул минус 50 градуска чейин биз скорный метод менен муну тез убакытты кыскартып, мунун суукка чыдамдуулугун аныктап алсак болот. Две лаборатории с начала проекта строительства автомагистрали Север-Юг по второй фазе провели более 53 тысяч испытаний. Каждый год они представляют образцы бетона, асфальта, масел, песчано-гравийных материалов, водопропускных труб, стальной арматуры и других материалов в государственные органы проверки качества и получают в общей сложности более 300 сертификатов соответствия государственным стандартам. В начале августа 2021 года, после монтажа с помощью крана последней детали 30-метровой коробчатой балки, был успешно завершен монтаж моста по второй фазе проекта альтернативной дороги Север-Юг, заложив прочный фундамент для завершения строительства и открытия движения по всей линии проекта. Такие мосты в Кыргызстане строятся впервые. Особенность его в том, что основная конструкция – это преднапряженная балка коробчатого сечения. Такая конструкция нигде в стране не использовалась. Всего были изготовлены 212 балок, и каждая из них проектировалась индивидуально.
Два новых эстакадных моста уникальные. Длина первого моста составляет 1076 метров, длина второго – 396 метров, ширина проезжей части – 11,5 метров, тротуар с двух сторон шириной по 75 сантиметров, максимальная глубина свайного основания – 46 метров, максимальная высота промежуточной опоры – 36, общая высота сваи и опоры достигает 82 метров, что более чем в 2 раза превышает высоту бишкекских курантов. Почему же мосты возведены на такой высоте? Дело в том, что в ущелье будет построена крупная Тоустороуская ГЭС, и эти места окажутся в зоне затопления водами водохранилища. Уровень реки Нарын поднимется до 15-20 метров. Эти два эстакадных моста являются узловыми и знаковыми символами второй фазы строительства альтернативной дороги Север-Юг и являются крупным прорывом в истории дорожного строительства Кыргызстана. Дороги являются основным критерием для привлечения инвесторов в регион. А Тогустороусский район является одним из самых горных, отдаленных и климатически суровых регионов. Неудобная транспортная развязка ограничивает открытие новых предприятий. Со строительством этой дороги была решена проблема жизнеобеспечения жителей Тогусторо, и этот регион присоединился к государственной автодороге. Строительство альтернативной дороги Север-Юг укрепило независимость транспортного сообщения в этом регионе. Тогусторо район кесип өткөндүктөн биздин Тогусторо районубуз мындай транзиттик район болуп калып атат. Экинчиден Тогусторо районунун эли борбор менен каттамы жакшырып, 7-8 саатта барган болсо, азыр 5 саатта борборго баруу мүмкүнчүлүгүн алып атат. Каракечи көмүрдү сатып алууда 400-500 километрди басып өткөн болсо, азыр бул жолду ишке берүү менен 170 километрди басып өтүп, көмүрдүн баасы дагы кыйла арзан келип атат. Важно и то, что дорога параллельно создает большое количество рабочих мест. Развитие транспортной сети дает толчок развитию малого и среднего бизнеса. Подрядчик выступает как инвестор и всеми силами помогает региону. Это и закупки больших объемов стройматериалов, продовольствия и привлечение местного населения к строительным работам, а это тысячи рабочих мест. Кроме того, имея в своем распоряжении мощную технику, компания приходит на помощь в тяжелых ситуациях, в том числе во время стихийных бедствий. Толу район болгондуктан кышкы мезгилде кар көчкү көп жүрөт, жазгы мезгилде сел жүрүү учурлары да көп кездешет. Ошол учурда бул China Road компаниясы бизге аябай жакшы жардам көргөзүп жүрүшөт. Булар өздөрүнүн техникалары менен кар көчкүлөрдү тазалап турушат, сел каптаган учурларда каналдарды, арыктарды өздөрүнүн техникалары менен алып келип, бул өз жардамдарын аябай бизге берип жүрүшөт. Бул жолдун мааниси Тогусторо району, Жумгалы району, Кошкор, Түндүк түштүн элин бириктирүү үчүн аябай мааниси зор. Кудай буйруса ушул жол өткөн региондор экономикалык жактан аябай жакшы өнүгөт. Жолдун элдин турмушуна тийгизген таасири аябай зор болот. 10 ноября 2021 года. Тяжелая работа, которая длилась 5 лет, притворится в реальность в этот день. И все с предвкушением ждут наступления этого момента.
Председатель Кабинета министров в рамках рабочей поездки в Джалалабадскую область принял участие в церемонии открытия 2 эстакадных мостов и автомобильной дороги Арал-Казарман. Акылбек Жапаров Жалалабад облусуна болгон иш сапарынын алкагында 10 ноябрда министрлер кабинетинин жетекчилиги жана Кытай түндүк-түштүк альтернативдик жолу Кыргызстандын эгемен тарыхындагы эң ири долбоорлордун бири, анын эң оор деп эсептелген. Кыргызские и китайские строители работали более 2000 дней и ночей, чтобы воплотить мечту в реальность. Для них это великий момент, когда их усилия принесли плоды. А для кыргызского народа это исторический момент, которого он ждет с нетерпением. Адам баласы мурун баспаган, жүрбөгөн жерлердин баарына ушундай эң татаал инженердик конструкция курулган үчүн биз Кудайга дагы ыраазы болуп, жаныбыздагы Кытай мамлекетинин жетекчилерине жана ошо биздеги ушул курууга катышкан биздин өзүбүздүн жарандарыбызга дагы терең ыраазычылык билдиребиз. 95% жалаң автомобиль менен ташыйбыз жүктөрүбүздүн баарын. Ошонун ылдамдыгынан баалардагы, экономикабыздын дагы өсүшү көз каранды. Буюрса, биздин экономикабызга абдан чоң салым кошот деген үмүттөнүп аткан жолубуз дагы бүтөйүн деп баратат. Ошо жолдун бүтүшү менен Кыргызстанда ГЭСтер көп курулат деп атабыз. Бизди Алла Таалам ушу Кытай Республикасынын жанында кошуна кылып 1000 километрден ашык чогуу чек арабызды бериптир. Ошонун майнабы менен биз дагы өскөнгө, өнүккөнгө толук мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Сегодня, когда мы отмечаем завершение второй фазы альтернативной дороги север-юг, мы не будем забывать заслуги строителей. Условия для строительства были очень сложными. Более 1000 киргизских строителей приняли участие в строительных работах. Выросла целая группа киргизских специалистов по строительству дорог и мостов. Надеюсь, что успешное завершение второй фазы проекта альтернативной дороги север-юг не только принесет жителям Кыргызстана удобство передвижения, сэкономит затрат времени на дороге, создаст уникальный красивый пейзаж в Кыргызстане, но и предоставляет возможность экономического развития для соответствующих регионов и Кыргызстана в целом.南北路2期项目在实施过程中引进了多项新工艺、新技术、新材料，如沥青马蹄质碎石混凝土，与普通的沥青混凝土相比，其使用寿命要长得多，负载能力更强。中国工程师和技术人员攻坚克难、跋山涉水，确保了整个项目的顺利实施。
то время как вторая фаза проекта строительства альтернативной дороги Север-Юг победно празднует завершение работ, на Ферганском хребте возводится удивительное сооружение – 4-километровый тоннель. Впервые за последние 60 лет в Кыргызстане строится тоннель, причем он станет самым крупным в стране. В будущем он вдвое сократит расстояние между Джаллабадом и Казарманом, что сделает его более безопасным, чем тоннель Туашу на трассе Бишкек-Ош. В горах на высоте 2550 метров над уровнем моря строители неоднократно сталкивались с тяжелыми и опасными геологическими условиями и частыми проявлениями природных катаклизмов. Снежные лавины и селевые потоки несут основную опасность. Они разрушают временные сооружения портала туннеля и повреждают временные противообвальные галереи штольни. Работы по очистке от снега и грязевых масс рабочих площадок и дорог для бесперебойного движения транспорта требуют больших материальных и человеческих ресурсов. Несмотря на это, строители продолжают буровые работы. Но и здесь не все так легко и просто. Сам тоннель, расположенный на перевале Кукар, является уникальным объектом. Я назову два основных критерия. Первое – это его протяженность. Длина тоннеля составляет 3890 метров. И слабая изученность геологического строения Ферганского хребта. Предполагалось, что большая часть длины тоннеля будет пройдена буровзрывным способом, что значительно сократит сроки строительства объекта. Но такого не случилось. Через каждые 150 метров тоннельщики должны были останавливаться и бурить разведочную скважину. Неприятные сюрпризы ожидали строителей буквально через каждые 100 метров. Это зоны повышенной трещиноватости, зоны раздробленности, зоны повышенного горного давления, зоны разломов, наличие грунтовых подземных вод. Данные геологические процессы значительно сдерживали темпы строительства объекта. В связи со сложными инженерно-геологическими условиями, полученными при проходке, в данном тоннеле реализованы технологические решения, используемые в мировой практике тоннелестроения. Опасность рыхлой породы в том, что она неустойчивая. При разработке она может обвалиться, может получиться вывал. И непредсказуемость сколько. Вот тот керн, по которому определяется крепость породы в дальнейшем. В настоящее время северный участок тоннеля как раз проходит через разлом, а суточный приток воды составляет от 6 до 8 тысяч кубов. Участок чрезвычайно подвержен обвалу. На южном участке тоннеля работы также ведутся с трудом. Проходка проведена более чем на 1000 метров, и пласт все еще предельно подвержен разрушению. Для обеспечения безопасности строительных работ тоннеля необходимо каждый раз разрабатывать особые методы проходки, что является колоссальным вызовом для строителей. В проекте было заложено, что для первоначального крепления арочная опора должна была применяться всего лишь на 19% протяжения тоннеля. Однако при фактическом процессе строительства первоначальное крепление в виде арочной опоры пришлось возвести на всем протяжении тоннеля. Но имеющиеся геологические данные этого проекта показывают, что окружающая порода хороша. По предварительным расчетам, проходка штольни будет открыта в марте 2022 года, а основной тоннель также будет открыт во второй половине 2022 года. Альтернативная дорога Север-Юг является самым крупным проектом в сфере строительства автодорог в Кыргызстане после приобретения независимости. Эта дорога, несомненно, присвоена быть важной автодорожной магистралью в Кыргызстане и в Центральной Азии. Будет играть важную роль в социально-экономическом развитии Кыргызстана и в повышении уровня благосостояния народа Кыргызстана. Хочу особо отметить, что в качестве крупного объекта сотрудничества между Китаем и Кыргызстаном в рамках совместного строительства инициативы «Один пояс, один путь» проект «Альтернативная дорога Север-Юг» осуществляется с использованием средств льготных кредитов правительства Китая. И главным строителем этой дороги является китайская компания, это China Road. Успешная совместная реализация китайской и кыргызской сторонами этого проекта
не только отражает высокий уровень традиционной дружбы между нашими странами и очень хорошие традиции практического сотрудничества между нашими странами, но и на деле доказывает жизненную силу основного принципа строительства инициативы «Один пояс, один путь». Это совместные консультации, совместное строительство, совместное использование. Хочу еще раз заверить уверенность в том, что альтернативная дорога север-юг станет дорогой экономического развития, дорогой социального прогресса, дорогой дружественного сотрудничества, дорогой общего процветания. Высококачественное сотрудничество в рамках инициативы «Один пояс, один путь» несомненно принесет все больше блага народам Кыргызстана и других стран, которые принимают активное участие в совместном строительстве «Один пояс, один путь». История строительства современной автомагистрали Север-Юг все еще продолжается, несмотря на невероятные трудности, с которыми сталкиваются смелые и самоотверженные строители. Дорога все ближе к окончанию. Вся страна с нетерпением ждет день, когда вся линия новой автомагистрали Север-Юг откроется для движения и единодушно, с большой надеждой, ждет новую страницу современной истории Кыргызстана. Дорога Север-Юг приведет Кыргызстан в новое будущее и принесет огромные изменения в жизнь граждан страны. Эта дорога — путь Кыргызстана к счастливой жизни.